Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Эти реальные записи российских водителей, как сообщение с поля битвы. Шоферы белого микроавтобуса и цементовоза не поделили дорогу. Все кончилось дракой на проезжей части. Нервный мужик на старой «Хонде» с белорусскими номерами испугался, что его подрежут, остановился, вышел и разбил девушке зеркало. Таких историй, как и машин на трассах, все больше и больше. Чаще всего, к счастью, разборки на дорогах заканчиваются без человеческих жертв. Но бывает и иначе. В полицию поступило заявление от родственников жителя Казани Сергея Елесина. Этот человек уехал из дома по рабочим делам утром 10 октября. Ночевать не вернулся. Это было не похоже на Сергея Елесина. Ответственный работник, хороший семьянин, добродушный, неконфликтный человек. О нем все отзывались только положительно. Сергей был женат, в семье росла дочь. Елесин был физически крепким и крупным мужчиной, страстно увлекался рыбалкой, поэтому хорошо знал, как вести себя в экстремальных ситуациях. Пропасть просто так он не мог. Первой забила тревогу жена Сергея. Елесин уехал примерно в 9 часов 30 минут на своем автомобиле «Шевроле Нива». Вечером она позвонила мужу на сотовый телефон, но номер был недоступен. Всю ночь жена безуспешно пыталась связаться с Сергеем. На следующее утро она начала обзванивать коллег и родственников. Выяснилось, что накануне Сергей был в поселке Тетеево, где присматривал участок для строительства дома. После этого мужчина собирался отправиться в деревню Вороновка, но до нее не доехал. В день своего исчезновения Сергей успел дозвониться в службу экстренного вызова МЧС. Елесин сообщил, что попал в ДТП и попросил о помощи, но получить ее он не успел. После передачи данных диспетчером службы 112 на место прибыл патрульный автомобиль ГИБДД, но следов Елесина не обнаружил. Добрый день. На трассе между песчаными ковалями и... Ох, как это называется-то? Короче, пьяный придурок на пятнашке ударил меня в зад, машет кулаками и покушается. Ну, у вас сейчас ДТП, правильно? Так я отняла, меня вдвоем мордобой устроили. Так, мужчина, успокойтесь, пожалуйста. У вас сейчас ДТП, драка идет, так? Нет? Ну, мне пришлось... Да, он ударил меня в заднюю часть автомобиля в бампер. Фамилия, имя, отчество ваше скажите, пожалуйста. Елепин Сергей Александрович. Елепин? Елепин. Елесин Сергей Александрович. Да. Давайте так, мы им сейчас карточку направили в ваш вызов, хорошо? Угу. Вы можете сейчас набрать 102 к ним напрямую и уточнить место встречи вашей, чтобы... Где вам встретиться? Хорошо. С ними? Хорошо, 102 наберите. Хорошо. Тридцативосьмилетний Сергей Елесин был специалистом по котельному газовому оборудованию. Вызовы поступали из самых разных районов Казани и ближайшего пригорода. В офисе Елесин практически не сидел. Он получал заявки от диспетчера и на своей «Шевроле Нива» колесил от одного клиента к другому, наматывая за день десятки километров. А если прибавить сюда маршруты рыбалок, то можно сказать, что автомобиль был для Сергея вторым домом. Осуществлялся объезд территории, а именно отрабатывались лесной массив, поля, дорога, по которой непосредственно ехал Елесин на предмет обнаружения места происшествия, то есть это возможность столкновения автомашин и обнаружение осколков от поврежденных деталей автомашин. Исчезновение мужчины вызвало огромный резонанс. К поиску Елесина, помимо родственников и оперативных служб, сразу же подключились десятки друзей и даже те люди, кто его не знал.
Сергей был заядлым рыбаком. На помощь родственникам поднялись члены Федерации рыболовов Татарстана. Более 25 машин, 40 с лишним человек, даже вертолет, но найти Елесина не смогли. Вечером позвонил начальник АУР Галеев и сообщил, поинтересовался у меня, ВАЗ-2115 какая-нибудь там переворачивалась, не переворачивалась. На память, так как я участковый, знаю, там 3 машины у меня есть ВАЗ-2115. Позвонил еще одному человеку, я говорю: слушай, у нас пятнашки машины есть такие, были у вас на предприятии? Он говорит: да, были. Я говорю: кто приезжал на предприятие? Вот братья Сидиковы приезжали. Я говорю: ты не знаешь, что они, типа, живы, не живы? Они говорят: что-то с фингалом пришли, говорит, разодраны. Я говорю: а на чем приехали? На пятнашке? Они говорят: нет, не на пятнашке, на Хундай приехали. Я утром докладываю начальнику Галееву, говорю: так и так. Я говорю: вот одна машина, только сокуровские были ребята. Так в поле зрения оперативно-следственной группы попали братья Сиддиковы из села Сукуры. Вечером в их домах были проведены обыски. На некоторых изъятых во время обыска вещах были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Автомобиль ВАЗ-15 модели, на котором ездили братья, имел явные признаки аварии. Передняя часть машины была деформирована, отсутствовали передний бампер, крылья и фары с обеих сторон, капот. После отработки, сбора доказательной базы, Фанис признал свою вину. С ним был осуществлен выезд на место, и он уже непосредственно указал место, где они вместе с братом расправились с Елесиным и сожгли вместе с ним его автомашину «Шевроле Нива». По приезду на место происшествия, соответственно, мной был осмотрен сначала автомобиль, потом труп. Но труп находился в таком состоянии, обгоревшем до такой степени, что конечности не сохранились, сохранилось только тело. То есть очень страшная такая картина. И в багажнике автомобиля была обнаружена металлическая лопата, которой Сидиков наносил удары, потому что на ней сохранились следы крови Сидикова. И олимпийка лежала на месте преступления, в которой был одет Елесин. На ней также сохранились кровь Сидикова, Фаниса. А почему вы пьяны садитесь за руль? Это один раз только. В биографиях Рамиса и Фаниса Сиддиковых не было ничего необычного. Они родились и выросли на селе, в трудолюбивой семье, работали в агрофирме водителями. Старший Рамис уже был женат, в молодой семье росло 2 детей. Младший Фанис свою вторую половину еще не нашел. Трудолюбивые и ответственные, они были на хорошем счету у начальства. Ни в каком криминале они замечены не были. Из вредных привычек – тяга к спиртному. Братья могли крепко выпить, как и многие их коллеги. 10 октября у сотрудников агрофирмы было целых 2 повода для застолья. Во-первых, был день работника сельского хозяйства. Во-вторых, Рамис только что забрал свою жену из роддома с новорожденным ребенком. После работы первым освободился Фанис. К обеду он закончил перевозить зерно, поставил грузовик на стоянку и присоединился к празднику. Вскоре подъехал Рамис, который проставился за родившегося ребенка. В основном пили водку. На каждого из братьев в этот вечер пришлось не меньше бутылки. От спиртного Сиддиковы сильно опьянели. Около 5 часов они стали собираться домой, в село Сукуры. За руль автомобиля ВАЗ-15 модели сел Фанис Сиддиков. На повороте из села Никольское он нарушил правила и не уступил дорогу «Шевроле Нива», которая ехала по главной дороге. Вскоре эта машина догнала их и прижала к обочине. Как передо мной остановилась Нива, получается, зажал, я вышел с машины, зашел к прочной машине, открыто было окно. Я ему слева, он кричит слова, то, что ты что, что творишь, такие слова, ну, матом уже. Я ему что, и слева руки.
Прошу вас не выражаться, говорите нормальным русским языком. Ударил, да? Да. Если собрать все цензурные и нецензурные слова и выражения, которыми обмениваются водители в подобных ситуациях, то можно было бы издать многотомный словарь великого и могучего дорожного языка. Братья Сиддиковы, подогретые алкоголем, обиделись. И обиделись очень сильно. На загородной дороге началась самая настоящая погоня. Тут надо понимать то, что Елесин по габаритам намного больше Сидиков. По росту, по весу. И то, что человек не захотел продолжения этого конфликта, то есть он сам уехал оттуда. То есть братьев Сидиковых это не остановило, они поехали за ним. Фанис Сиддиков подбежал к своему автомобилю, и братья помчались за «Шевроле Нива». Елесин увидел погоню и благоразумно решил не связываться с пьяными преследователями. Не доезжая до села Песчаные Ковали, он съехал с дороги в кювет и двинулся вперед по полю. Сиддиковы на своей 15-й с низкой посадкой не рискнули последовать за внедорожником Елесина и потеряли его из виду. Выехав на безлюдное поле, Сергей Елесин совершил роковую ошибку, которая стоила ему жизни. В таких ситуациях, наоборот, нужно стараться как можно быстрее попасть на оживленную трассу, в населенный пункт или на пост ГИБДД. Елесин же понадеялся на собственные силы, но, увы, не смог верно оценить степень агрессивности двух пьяных преследователей. Ребята знали местность хорошо, потому что были водителями работы, то есть они знали проселочные дороги, они знали, как добраться с одной точки до другой. И они в знакомых местах оказались, и на ВАЗ-2115 они по пересеченным, по проселочным дорогам, по пересеченной местности, они свободно ориентировались, и они все это время преследовали, потом догнали, столкновение произошло, опять очень неудачная для потерпевших машина перевернулась. Опрокинулся Ниву от удара. Так, произошло ДТП, да, как я понял? Да. Ну, сначала стекло разбили до конца. Угу. И вытаскивали водителя оттуда. Так, вытащили. Дальше что тут? Сначала братишка, потом мне. Ну, ударил. А кто первый начал драку? Драка, получается. Начал братишка. Потом я ударил Елесина. Так. Также он потом падает в этот момент, и братишка уже с лопатой в голове попал. Прям поднесите какую часть головы? По голове. Так. Упал, у меня в этот момент еще братишка ему дал, лопату бросил и побежал. Я ему кричал, куда побежал, он ничего не сказал, побежал. Я в этот момент тоже лопату схватил, он вставать начал, и я ему удар там сделал. Из показаний Рамиса Сиддикова. Через некоторое время я обнаружил, что мужчина весь бледный. Я потрогал его тело, оно было холодным. Я понял, что мужчина скончался. Я сказал братишке, что мужчина умер. Потом мы развязали ему руки и засунули тело обратно в салон через лобовое стекло. Затем мы уехали домой. Дома Сиддиковы сказали родителям, что попали в ДТП и скрылись с места аварии. Фанис сказал, что нужно вернуться и сжечь автомобили. Рамис был против. На этой почве братья подрались, их разняли родители. Сиддиковы пошли в баню, умылись, грязную одежду собрали в пакет. Рамис лег спать, а Фанис куда-то исчез. Фанис поехал обратно к автомобилю Елесина, но при этом сказал, что он хотел ему помочь. Якобы, когда они уезжали, Елесин был еще жив, он свою вину осознав в преступлении, хотел спасти Елесина. Но это вот по допросу идет. На всякий случай взял с собой канистру бензина. Если вдруг Елесин будет мертв, то он его сожжет. Из показаний Фаниса Сиддикова. Я взял канистру с бензином емкостью 10 литров, так как хотел поджечь труп с автомобилем. На место происшествия поехал на своем автомобиле УАЗ. С момента происшествия прошло не более 1 часа времени. Перевязал веревку к передней части автомобиля «Шевроле Нива» и, взяв его на прицеп, потащил по полю. Проехав не более 1 километра, я остановился возле лесопосадки. Я облил бензином салон автомобиля «Шевроле Нива» и труп мужчины. Труп лежал на переднем пассажирском сиденье. Я кинул спичку в салон, и произошло возгорание трупа и салона автомобиля.
Сразу после этого я уехал с места происшествия и вернулся домой. Дома Фанис снял с передней части ВАЗа разбитые детали. Бампер, фары, капот и другие части он утопил в болоте возле реки Мёши. Сидиков надеялся, что там улики преступления будут надежно скрыты. Но уйти от правосудия не удалось. В ходе допроса Фанис свою вину признал, но при этом стал выгораживать старшего брата Рамиса. То есть говорил, что это он все совершил один. Рамис же рассказал, что они вместе это все совершали, преступление. И в ходе проверки показаний на месте они свои показания подтвердили полностью в присутствии адвокатов, понятых. Судебно-психиатрическая экспертиза не нашла у братьев никаких отклонений. Они выросли в полной благополучной семье, отличались трудолюбием, пользовались авторитетом у друзей. Грамотные, инициативные, безотказные, уравновешенные, порядочные – это все о Сиддиковых. Но на осеннем поле были совсем другие люди. Пустяковый, в общем-то, дорожный конфликт перерос в кровавое преступление. Алкоголь стал катализатором страшного процесса превращения людей в нелюдей. Озлобленные, беспощадные, они перестали контролировать свои чувства и поступки. На волю вышли демоны. Братья до последнего отрицали свою причастность к смерти Сергея. Они даже пытались доказать, что Елесин умер не от их побоев, а от холода. Следователи запросили метеосводки за эти дни. В районе села Песчаные Ковали 10 октября 2015 года погода стояла отвратительная. Было облачно, шел мокрый снег, временами сильный. Температура понизилась до 1 градуса мороза. Но эксперты дали однозначный ответ, что Сергей Елесин погиб не от переохлаждения организма. Фанис, он человек, как сказать, наглый, вину свою ни в коем случае не осознавший. В ходе, проходят у меня беседы с обвиняемыми. В ходе одной из бесед в СИЗО он мне заявил, Елесин сам виноват в том, что случилось. Ему надо было успокоиться и все. Многочисленные экспертизы, следственные действия, улики позволили распутать клубок показаний и доказать вину каждого из братьев. Наверное, они действительно не хотели убивать, но в пьяном агрессивном угаре не смогли остановиться. Следственные действия были закончены. В мае 2016 года в Верховном суде Республики Татарстан начался судебный процесс. Потерпевшими были признаны вдова и родной брат Сергея Елесина. Родственники Елесина также подали жалобу на действия службы 112 и других оперативных служб, которые получили сигнал о помощи, но не смогли спасти человека. Само по себе убийство – это одна только часть. Там ведь еще была задействована, так скажем, затронута деятельность служб, вот этих МЧС, службы 112. Есть определенные моменты, которые, наверное, говорят о некой несбалансированности еще этой службы, когда вот чрезвычайные ситуации такие возникают. В Следственном управлении Следственного комитета по Татарстану провели проверку в отношении сотрудников службы 112 и отделения полиции Лаишевского района. В их действиях никаких нарушений не нашли. Заседания суда шли в очень нервной атмосфере. С каждой стороны в зале присутствовали многочисленные друзья и родственники. Женщины плакали, за процессом следили десятки журналистов. Резонанс дела был таким громким, что роль государственного обвинителя на процессе взял на себя лично прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. А срок только пожизненный, обоим пожизненный. Пусть так же его дети страдают, как у меня внучка страдает. Вот не сожалею об этом, что произошло. Я этого вообще не совершал, я надеюсь, что разберетесь с ребенком. Извините и раскаивайтесь. Впечатление такое сложилось, что подсудимые не очень сильно раскаивались в содеянном. 10 июня 2016 года Верховный суд Республики Татарстан провозгласил приговор.
23-летнего Фаниса Сиддикова приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима, 28-летнего Рамиса Сиддикова к 16 годам. Гражданские иски потерпевших суд постановил возместить в общем размере 2,5 миллиона рублей жене и 1 700 000 брату. После оглашения приговора в суде начался переполох. Вердиктом остались недовольны и родственники осужденных, и потерпевшие. Одни сочли сроки заключения слишком жесткими, другие — слишком мягкими. Родные Сиддиковых рыдали. Сами осужденные выкрикивали, что не согласны с судом. Близкие Елесина ждали, что убийцам дадут пожизненное. Когда приговором недовольны обе стороны с точки зрения назначенного наказания, одни говорят мягкий приговор, другие говорят суровый приговор, это, наверное, как раз тот случай, когда приговор правильный. На 9-й день после гибели Елесина на поле возле села Песчаные Ковали друзья установили крест на месте трагедии, как напоминание о ценности человеческой жизни для всех, кто едет по этой и тысячам других дорог. Сиддиковы получили более 34 лет лишения свободы на двоих. Они не скоро сядут за руль. Но где гарантия, что на ближайшем перекрестке какой-нибудь обиженный водитель не начнет бессмысленную смертельную погоню?